Этот луч прямой и резкий, эта света полоса заставляет меня плакать и смеяться 2 часа, быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя – кинематограф, черно-белое кино. Юрий Левитанский. Уважаемые читатели, кино «Чудо XX века» оказало огромное и несомненное влияние на культурную жизнь многих стран и народов мира. 2016 год был объявлен годом российского кино. Главная задача его – популяризация и повышение качества отечественного киноискусства. А основная цель – увеличение выпускаемых в России кинофильмов и продвижение киноискусства в регионы страны. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых предлагает вашему вниманию озвученную книжную выставку «Волшебный мир кино». Выставка состоит из 4 разделов. От кинематографа до формата 3D, с книжных страниц на экран, башкирское кино «Время перемен». Слушаем кино. Первый раздел выставки «От кинематографа до формата 3D» открывает энциклопедический словарь «Кино», изданный в Москве в 1987 году. В словаре помещены очерки о киноискусстве СССР и зарубежных стран, теоретические статьи об основных проблемах, видах и жанрах кино, творческо-биографические статьи о деятелях кино и другие сведения, позволяющие в общих чертах представить историю и современное состояние мирового киноискусства. Словарь содержит свыше 900 иллюстраций и рассчитан на специалистов в области кино и на широкие круги любителей этого вида искусства. Все многообразие зарубежного киноискусства представляет книга «100 великих зарубежных фильмов», изданная в Москве издательством «Веча» в 2006 году. Каждый из отечественных любителей кино может найти здесь рассказ о знакомых и полюбившихся картинах. Достаточно вспомнить хотя бы ленты «Унесенные ветром», «Фан-фан-тюльпан», «Римские каникулы», «Крестный отец», «Звездные войны», «Однажды в Америке», «Титаник». Сегодня такие фильмы по праву именуются культовыми. 2 издания, представленные на нашей выставке, увидели свет в Минске в издательстве «Литература» в 1996 году. Энциклопедией американского кинематографа можно назвать книгу «Кино. 1001 фильм США. Информация, рецензии, новинки видеопроката, жанры, алфавитный указатель». Европейскому киноискусству посвящена книга «Кино. 555 фильмов Европы. Информация, рецензии, алфавитный указатель». Известный кинокритик и знаток истории кино Бейли в своей книге «Кино. Фильмы, ставшие событиями» предлагает увлекательный рассказ об основных вехах в истории кинематографа и как рода искусства, и как специфической области техники. Первый раздел охватывает период с 1895 по 1930 годы, время владычества Великого Немого. Второй раздел 1927-1944 годы, золотой век звукового кино. И третий раздел 1945-1958 годы посвящен кинообразам меняющегося мира. Четвертый раздел – современное кино, ведущий отсчет от поколения новой волны, начиная с 1958 года. Книга издана в Санкт-Петербурге издательством «Академический проект» в 1998 году. Для всех, кому дорого отечественное кино, рекомендуем книгу Неи Зоркой «Крутится-вертится шар голубой. 10 шедевров советского кино», изданной в Москве в издательстве «Знания» в 1998 году. Звезды советского кино Вера Холодная и Иван Мажухин, Любовь Орлова и Борис Черков, Фаина Раневская и Зоя Федорова
Татьяна Самойлова и Алексей Баталов в кадрах из золотой кладовой отечественного кино. Их судьбы, их жизнь, счастье и горе, радости и печали за кадром. Песнь торжествующей любви, Чапаев, цирк, Летят журавли, Андрей Рублев, Белое солнце пустыни, Калина красная и другие всемирно знаменитые или заново открытые российские фильмы в объективе автора книги. Эпиграфом ко второму разделу выставки мы взяли слова самодеятельной поэтессы Татьяны Пивоваров. Фильмов немало по книгам снимают. Книжные строки в кино оживают. Тот, кто до этого книгу читал, все ощущения, что испытал, фильм посмотрев, испытает опять. Новую книгу возьмет почитать. Кто не читал, после фильма пойдет и обязательно книгу прочтет, чтобы объективно сюжет оценить, вместе с героями все пережить. Второй раздел выставки «С книжных страниц на экран» представляют книги, экранизации которых имели большой успех. В крупношрифтовом формате представлена книга Михаила Шолохова «Судьба человека». Москва, Логосфост, 2015 год. В военном кинематографе, пожалуй, нет больше такого героя, как Андрей Соколов, который хлебнул горюшка по ноздри и выше, на которого обрушилось столько бед и несчастий, муки унизительного плена, ужасы фашистского концлагеря, гибель жены и дочерей, яма, заполненная водой, все, что осталось от дома и от семьи. Фильм режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека» закономерно вошел в золотой фонд отечественного кино, завоевав впоследствии множество призов на самых разных кинофестивалях. Он занимает по посещаемости 97-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» 1960 года. Следующая книга, представленная на нашей выставке, это роман Петра Проскурина «Судьба», изданного в Москве издательством художественной литературы в 1985 году. По мотивам этого романа режиссер Евгений Матвеев снял социальные мелодрамы «Любовь земная» 1974 год и «Судьба» 1977 год. В фильме «Любовь земная» говорится о поздней любви женатого председателя колхоза Захара Дерюгина к молодой односельчанке Мане Поливановой. Параллельно развивается роман между сестрой Дерюгина Катериной и секретарем райкома партии Брюхановым. В фильме показана жизнь советской деревни 30-х годов. «Судьба» – продолжение фильма «Любовь земная». В жизнь героев фильма врывается война. Их судьбы олицетворяют образ русского народа, его патриотический дух. В сборник «В бой идут одни старики», Москва, издательство «Дрофа Лирус», 1994 год, вошли повесть Леонида Быкова «В бой идут одни старики», Евгения Анаприенко «Операция «Южный гром» и «Уходим дорогой чести» и повесть Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». «В бой идут одни старики» – художественный фильм 1973 года режиссера Леонида Быкова, повествующий о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Выйдя на экраны в 1974 году, фильм собрал 44,3 миллиона кинозрителей, став четвертым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвященным тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актерская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей. Знаменитый телесериал, в основу которого лег роман Владимира Валуцкого «Зимняя вишня», Санкт-Петербург, издательство «Амфора», 2005 год, известен всем, а книга стала поистине народной. Действительно, кто не знает крылатых слов героя книги Вадима о том, что такая простая арифметика, если два человека любят друг друга, если им вместе так хорошо, как и не придумать, это же проще, чем дважды два, верно? В 1985 году эта картина стала одним из лидеров проката, собрала несколько советских и международных призов.
Перед вами книга Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», Москва, издательство АСТ, 2002 год, которая экранизировалась бесчетное количество раз, однако даже удачные экранизации не в силах были передать всю ее прелесть и всю силу ее воздействия на женское сердце. В сюжете книги викторианская Англия. После 8 лет, проведенных в пансионе для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в Торнфилде, в отчине Эдварда Рочестера. Джейн должна присматривать за 8-летней Адель Варанс. И вот однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из самых известных романтических историй в европейской литературе и мировом кино. «Девушка с татуировкой дракона» – детективный роман, первая книга из трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларссона. Москва, Эксмо, 2012 год. 40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащем могущественному клану Вангер. Ее тело так и не было найдено, но ее дядя убежден, что это убийство, и что убийца является членом его собственной, тесно сплоченной и неблагополучной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста и татуированную хакершу Лизбет Саландер для проведения расследования. Режиссером Дэвидом Финчером в 2011 году снят одноименный детективный триллер. Главные роли исполнили Дэниел Крейг и Руни Мара. Фильм удостоен премии «Оскар» за лучший монтаж. Третий раздел нашей выставки «Башкирское кино. Время перемен» открывает статья Ларисы Абдуллиной «Кино будет. Обещано». Газета «Башкортостан», 26 января 2016 года. В заметке говорится об открытии года кино в республике. Первая часть мероприятия проходила в Национальном музее РБ и была посвящена истории башкирского кино. Вторая часть в кинотеатре «Родина». Все участники открытия смогли посмотреть фильм молодого башкирского режиссера Айнура Аскарова «Пусть ветер унесет мои слова». В журнале «Шанкар» в номере 11 за 2014 год Фаиз Харасов в статье «Айнур Аскар. Первооснова оправдать надежду зрителя» пишет о молодом режиссере Айнуре Аскарове, которому своим творчеством приходится убеждать всех, что башкирское кино есть. В 2015 году состоялась премьера его фильма «Пусть ветер унесет мои слова» в кинотеатрах «Простор» и «Родина». Только за 2 недели показов новая короткометражка молодого автора по кассовым сборам и количеству зрителей опередила американские блокбастеры и стала лидером проката в отдельно взятом кинотеатре «Родина», пишет Айгуль Усманова в журнале «Рампа» номере 3 за 2015 год. «Королева Иордании в Уфе» – так назвала свою статью Зухра Буракаева в журнале «Тамаша» номер 5 за 2013 год. Здесь говорится о фильме Булата Юсупова «Визит». Фильм основан на реальных событиях. В 1977 году в Уфу приезжала королева Иордании со своей дочерью Алией. Почему в Уфу? Оказывается, знаменитый танцор и режиссер Рудольф Нуриев оказался невъездным и никак не мог узнать о здоровье своей матери. Познакомившись со знаменитым танцором, дочь королевы Алия просит помощи у матери. И королева Иордании Дина Абдел-Хамид приезжает в Уфу для того, чтобы передать матери привет от сына, придумав в качестве повода для визита подарок старинного издания Корана для Уфимской мечети. В 4-м разделе выставки «Слушаем кино» представлены фильмы по проекту Республиканской специальной библиотеки для слепых «Расскажите мне кино», основной целью которого является обеспечение доступа незрячих пользователей к шедеврам мирового киноискусства с помощью тифлокомментирования. Проект реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации. Одна из составляющих проекта – создание сотрудниками БРСБС самостоятельных тифлокомментариев к фильмам для разных возрастных групп. На сегодняшний день составлены тифлокомментарии к 24 фильмам и мультфильмам. Из них 7 с субтитрами для читателей с проблемами слуха. Со списком фильмов вы можете ознакомиться на сайте библиотеки
в разделе «Информационные ресурсы». Первым прокомментированным фильмом стал «Жеребенок» – короткометражный художественный фильм режиссера Владимира Фетина, снятый по мотивам одноименного рассказа Михаила Шолохова в 1959 году. Действие фильма происходит во время гражданской войны на Дону. Кобыла красноармейца Трофима рожает жеребенка. Командир эскадрона приказывает его пристрелить. Не исполнив приказ командира, Трофим оправдывается, сославшись на отказавшую винтовку. Смягчившись, командир разрешает оставить жеребенка при эскадроне. «Летят журавли» – советский черно-белый художественный фильм 1957 года режиссера Михаила Колотозова, снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Кинороман получил признание зрителей всего мира и удостоен множества фестивальных наград. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского фестиваля 1958 года. Фильм с огромной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, о верности и предательстве, о нравственных испытаниях, вынести которые не все смогли с честью. В центре фильма трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда. Телевизионный сериал «Блиндаж» режиссера Александра Горновского по мотивам одноименной незаконченной повести Василия Быкова снят в 2012 году. Как всегда у Василия Быкова, любому из персонажей предстоит сделать свой нелегкий выбор между трусостью и отвагой, предательством и гражданским долгом. А отношения между слепым капитаном и Серафимой превращаются в настоящий гимн любви, простому человеческому чувству, которое может проявляться в самых жестоких и безжалостных условиях. Трагедия Мустая Карима «В ночь лунного затмения» легла в основу художественного фильма. Его снял казахский режиссер Барас Халзанов на Свердловской киностудии в 1978 году. Действие происходит в XVII веке в башкирской степи, где после гибели мужа богатая и мудрая женщина Танкабюке правит старинным родом. Разумно и справедливо течет жизнь на стоянке. Вот скоро сын Акигет женится на красавице Зубаржат. Скоро вернется из похода старший сын Юлмурза. Но не суждено было этому сбыться. Среди всадников, вернувшихся с войны, Юлмурзы не оказалось. В роду свято соблюдали все обычаи, и по решению старейшин вдову его Шафак должен взять в жены Акигет, а Зубаржат отдать придется за малолетку Ишмурзу. Следующий фильм Айсуака Юмагулова «Ловец ветра» снят на киностудии «Башкортостан» в 2007 году. Из далекой деревушки в город приезжает дед Ахмат для исполнения воли умирающей старушки привести ей внука Руслана. Но все не так просто. Внук оказывается преуспевающим управляющим банка, для которого собственная карьера важнее семейных ценностей. Ахмат невольно оказался втянутым в водоворот невероятных событий. Преодолевая возникшие на своем пути трудности, Ахмату удается привести к старушке Руслана, да только не совсем того, за которым ехал. На башкирском языке предлагаем посмотреть 9-минутную кинокартину «Лесная тропка», за которую режиссер Роман Пожидаев получил диплом второй степени категории любителей на втором кинофестивале короткометражных проектов «Дирижабль». Роман Пожидаев экранизировал рассказ своего деда, известного башкирского писателя и поэта Ханифа Карима. История киноленты проста. Сестра с братом спорят, кто из них станет настоящим пчеловодом. Бабушка предложила внукам сходить к дедушке и узнать у него все про пчеловодство. Дети отправляются по лесной волшебной тропке, которая выводит их на настоящую пасеку. Уважаемые читатели, мы приглашаем вас за книгами и фильмами с тифлокомментариями в библиотеку для слепых по адресу город Уфа, улица Кирова, дом 47. А закончить презентацию выставки, посвященной году кино, мы хотим вновь строчками стихов Татьяны Пивоваров. Чтение лучше, я знаю давно, но очень часто хожу и в кино. Так интересно смотреть на экран, где среди лиан обитает Тарзан, где лжец-цари претендуют на трон, где вдаль с надеждой глядит Робинзон.
Книги и фильмы, как сводные братья. И потому, так хочу вам сказать я, не обязательно здесь выбирать. Можно и нужно смотреть и читать.